В эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Антикризисные меры 2015. Любой инвестор, любой человек на производстве, на этом мы должны нацелиться. Как Чечня справляется с экономическими трудностями? Помощь нуждающимся. Оплаты жилищно-коммунальных услуг будут получать по 1660 рублей, а ветераны труда будут получать по 470 рублей. Оксана Лебукаева о коммунальных субсидиях. Профилактика терроризма и экстремизма. Начальник милиции еще йол возможности, даже 30, только 10%, если он не будет 30, 10% еще йол возможности использовать. Глава Чечни провел совещание с сотрудниками МВД. Забота о семьях правоохранителей. На оказание помощи членам семьи военнослужащих при исполнении служебных обязанностей никак не повлияет ни кризис, никакие инфляции, ничто абсолютно. Государство поможет в ремонте жилья. О социально-экономическом развитии Чечни говорили на встрече главы республики с председателем правительства. Она стала продолжением вчерашнего обсуждения в Москве на заседании Госсовета страны, в котором принял участие Рамзан Кадыров. Напомню, глава государства Владимир Путин коснулся вопросов экономической устойчивости и финансового обеспечения регионов и кредитования в период кризиса. Ахмед Джабраилов о том, как Чечня намерена справляться с последствиями кризиса. Страна переживает экономический кризис, и власти стараются сделать его последствия менее ощутимыми для населения. Один из важных вопросов, поднятых президентом страны на вчерашнем заседании Госсовета – импортозамещение. Как местные производители справляются с этой задачей в Чеченской Республике, Рамзану Кадырову рассказал председатель правительства. Для региона приятно новость, президент озвучит нагрузку, снизить регион, очень это правительство, сигнал правительству, что надо с регионом взаимодействовать, и плюс Центробанку, вопрос кредитования, вопрос контроля демовщик, надо начать, коммерческий кредит, какие регионы снахладать, мы собственные возможности выхода из положения. И надо по выполнению указов президента страны, человек социальное обязательства по линии медицины, здравоохранения и образования, если другие регионы были обременены коммерческими кредитами для исполнения указов президента, в бюджету коммерческий кредит и отсадаться, в этом у нас самая благополучная ситуация. И в этом году, я надеюсь, мы обойдемся без этого. По импортозамещению. На первый день, чтобы максимально были вложения в производство, Хошер в качестве помощи в Минсельхоз уже направили 200 миллионов рублей дополнительно деньгами для приобретения средств защиты растений, для приобретения семян. Сейчас планируем оказать тоже помощь птицеводам и людям, которые занимаются у нас животноводством. Кадыров считает, что в условиях кризиса вкладывать средства необходимо в самые перспективные направления. В первую очередь, это отрасль сельского хозяйства. Тем более, что в регионе есть для этого все условия. В качестве примера Рамзан Кадыров привел Автуринскую птицефабрику. Однако, по его словам, отсутствие должного внимания не позволило в полном объеме развить производство на этом предприятии. До сих пор школы не запустили в полном объеме не работает птицефабрика. Вы инвестор балбош, но новый на жаре что вы что ходят проверяете, цигар только половина работает, возможность отцел возможностью, мощностью, не работает. Куда смотрит министр, куда смотрит, что и хорошо. Значит, мы же огромные средства вложили туда, полностью, десятки километров, они еще высоковольтным токиалош, мусумадеш, мядромадеш, целый штаб кладен, плюс 90-х годов, был встречан на шик в ФЦП, я запустил еще, запустил, не средства, первую линию, параллельно, шел не запустил, шел до сих пор, запустил на яйца, хотя, встреча моя, сам возьми министра, всех, лично под контролем, в ближайшее время и запустил, и просто я могу что туда
до сих пор запустить на языке. Значит, я был директор, Сабад Бочу, министр Сабад Бочу. Поручение Лаю мы сейчас ждем сегодня-завтра полностью начало птицефабрики, полностью срезы. Там зависит, конечно, от структуры управления. Центровская птицефабрика, а дополнительно Ахчбилят, она рентабельна. Мы сейчас идем на расширение мощности в 3 раза, ее лучше мощность увеличить, потребность. Здесь сейчас мы анализ от независимых экспертов привлекать каждой птицефабрики, чтобы дали полностью расклад по рентабельности, по привесам и по всем направлениям. Ее, безусловно, остается сразу. Никогда он не выгодает, что Бога больше он будет показывать минимальный доход, максимально заработать полностью, а там загрузить не надо. Mocu bobina, huncebina, анализом, комиссия, я полностью справки эти нас там. Лично заниматься, мы обещали в ближайшем будущем запустить полную мощность из Северного Кавказа, самый мощный птицефабрика мы во все времена. Немаловажную роль в поддержании здоровой экономики играет поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций в промышленные проекты, считает глава республики. К тому же регион не испытывает трудностей из-за коммерческих кредитов. Республика сотрудничает с крупными российскими и зарубежными компаниями, и последний кризис никак не повлиял на исполнение обязательств. Мы им предложили Минпрому, чтобы они дали конкретный какой-то интересный проект, чтобы мы деньги не размазывали, а сконцентрировали и сделали, допустим, один какой-то завод, который будет и рабочие места создаст, и будет участвовать в экономике республики. Мы от него ждем сейчас какой-то проект. Есть несколько проектов, которые мы потом вам выйдем на утверждение. Возможности, которые у нас есть, надо использовать именно производство, вложить. Любой инвестор, любой человек, на производство, вложить и вот на это мы должны нацелиться, что будет в конце года, знает только Всевышний, мы будем надеяться на хороший результат. Вот в конце года проект Юлучула, он хитит, в конце начала следующего года можешь запустить этот проект, и уже на производство, уже копейки будут идти в бюджет, рабочие места будут созданы, менеджмент Зимбабве, шайк возможность, массара, шайк возможность использовать. Халхило кризис хиллер, хинтин гинемаем кризис это, так скажем, экономическая блокада, но все равно мировое сообщество, большинство Европы не сможет прожить без России. Он абсолютно люди жили, еще возможности условия, 1000 раз лучше, 1000 раз возможности, ну, правительство, полностью, каждый инвестор, даже он заинтересован в другое направление, он не рад, он переубедить его, показать рентабельность, иначе товары уже Москва, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, соседний регион у нас все, что мы производим, забирает в очередь экологически чистые товары. Промышленные мы не стараемся, копейки зарабатывать, хотя качество, в первую очередь. Mielenkiintoista ihan Boabin viestaa mulla on sitten se Moskova sitä investoisi Boabina декот вообще проект сейчас он дигнет он идеально на оси будет он еще для поддержки чеченского народа республики да экономики да сейчас идеально на куда сюда да на муслим ахаки да декот он вообще проект он до $100 миллионов да сколько еще проект он хотят хашить. Тема, которая чаще всего звучит в экономических новостях – эффективность расходов. В случае с государством это бюджетные средства. Кадыров считает, что только детальное изучение рынка и учет всех рисков позволит решить главный вопрос – где лучше сэкономить и куда направить средства. Ахмед Джабраилов и Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.
Как повысить эффективность работы чеченских правоохранителей? Глава республики провел встречу с руководителями силовых подразделений и районных отделов полиции. Рамзан Кадыров остался недоволен деятельностью сотрудников и призвал к более тесному сотрудничеству между различными структурами. Подробнее расскажет Исмина Гацаева. В начале встречи глава республики сообщил, что благодаря бдительности сотрудников полиции предотвращено тяжкое преступление, которое могло бы повлечь за собой человеческие жертвы. Работа по борьбе с проявлениями экстремизма грамотно поставлена. Однако полиции все еще не хватает координации, отмечает Кадыров. Когда мы задерживаем человека, тех уголовных дел не чувствуем. Пособникши, дальше йол свящи, царсиндой бог язык богой, Теадор дона, хогарт шварт нахер бушен эльчи, около 70 так халатсах дон, масса ау бабина, ца связь зош полнах. Цанкан дакш дона, групп шо аборш полнах, именно игиши уй. Та направление, какие молодежь от 17 до 19 лет. А представляешь, что ты моцлхер будешь. Он шабик муж будешь, О том, что ИГ, организация, специально созданная американскими спецслужбами, ни у кого не вызывает сомнений, отмечает Кадыров. На антиисламскую деятельность выделяются огромные деньги. При этом наша главная задача – оградить молодежь от пагубного влияния подобных террористических группировок, подчеркнул глава. Политизированный находится, бог хочет будет, нас бешпал бог хитин уже кто больше сделать себе рекламу, как бы показать Кадырову, что сейчас бог бешпал, если надо что бог вестон, из нас ярчка бобишпал бог будет, арабы не обязательно танк наш БТР-шахан, хаз гражданской формы, что ж биулалу, белый арабы, любой подозрительный вошел так а проверьте, халя хавалич, уже бог был дастон. Буаба хум дочь метик сахол дастан. Войте уэльдер шел так бы, ночи чё ахили еще швастан. А там царь, ой голливудский дон, кино шёшный генок шон дон царь. Нашач баг ваш расстрелять беш урс хакш. Даже свет дон, рассвет толча, закат толча богой дон, и освещение тугой, ой и мос эффект спецэффект дон. Ой инси дон, ночи чё это оборудование не стон. Ой один регион дон. Yok бюджет, телевидение, юэй, мосу ауэр, юэй, дон. Хинси, ой, отца студии ясклей, дон, отца возможности ясклей, дон. Царь ешел и возможность, царь ешел и съемки, дон. Царь специально, дон, западные спецслужбы, дон, миллиардами, выделить, дон, специально, без запланированный бог, дон, царь. Это уж боится, уж абсолютно, это Европа, Запад, дон, Турция, дон, хинси. Египет, хинси, дон, Япония, Униадан, Иордания, Оштош, дон. إيش بولمت إيش دون حياة إيش دون أول دون شيء لوك رخالة شيء لوك دندش شيء أوت أول دون سبوتنيك دي شيء لوك صورت دون عشنا ما بوش داستان أيش تجسو دارش تودون إيش ليوش إتجوات إيش دشيات كتيسة شو إيش خياخو شيء دون أتعرف شو عباب إيش بوش بات إيش داستان تصير خلنا دون الكايد حاق خلنا ير أمريكان شكلهم الكايد عاين وجا ريسكت منين секрет полностью не исключаем что то же самое игры дон когда против дон России против своих врагов Америка квально мы видят дон единственный дон Бен Ладен дал он дали американ слушай сейчас он бич государство мусул дало ялир цар это асилер сон дал вела дастон цир давали халах шедегненик дон или историки дон или дон любой аналитики любой дон молли любой дон милицию дон شين دي ساعدون هنا بوجا خاتش عندنا قلوال لا شواتشنا تنا بوخ بوداس ودوجا اقسون تخي تري سون تخا اري سعير ولا بوك اذا وجي دون كلو شو ديش طال امل حالات شو ديش طال امل سون دل سيرتن دون جستوك و دون بروتس ديز دستون هم بار دون تيروريزم دون نوش جو خليشيات دون إني كي تيشيني دون ريليجيوزن ويدولجا خليشيات خيدا ويدولجا شريعة طريقة قرآن پیامبر سنت دیو سمار خدان و خیلی نیش شوی داشت خیلی برش بس خیلی داشت ایشوی دانه شین لوش بود شو دان شین لوش دعوان لیدر بود ناشی شو دانه خیلی مشکلی شد. Критике Рамзан Кадыров подверг и работу начальников районных отделов полиции. По его словам, отсутствует должное взаимодействие. Отсюда и низкая результативность. Зим буа подил делир в Дагестан. Начальник в сектор. Уже стадим сами менеджер. Адавелла. Уже буах дан. Уже нас подбич в Дагестан. Уже в их политик шурдук, милиция Дагестан, уже дан рекламщик что дохует в Израиль дан, нет на земле дан, с народом Дагестан, араб ярчка дан, особенно начальник милиции был беш Дагестан,
Руслан Шарач, начальник милиции, что есть возможность, возможность 30% использовать пастор. Даже 10%, если он не говорит 30%, 10% есть возможность использовать пастор. Сейчас бабиш был Бог без пастор. Хитя хочет, давай, одно, там так ашкал чтон. А что местно, ошкет, аж Бог забарбан, что дастон. А что хор сотрудник балбош сахалар духдон. Анализин дон, деятельности, да, абадон. Справку отворен, Руслан Шарач, туда дон. Не просто переводин, дикантрак дон. И все, у этого человека заканчивается деятельность он в команде Кадырова. Чем салам рудат само дастон. Война was больше. Он говорит, что дел дошел, или спасибо Бог, шаба андош, что проблемы еще, да, шаба андош, нах боючу, шаба андош, да, преступление еще. Тунда ж эра дина буса ахик дизастон. Бог собран код, мы сектор кольна, уже кольна шабег эдел правительство, депутат, администрация шабег, мёсол так шун давелош, Бог байтанш, из-за собой. По словам Рамзана Кадырова, каждый руководитель силового подразделения должен владеть обстановкой в родном селе и в случае необходимости наводить порядок. Без такого подхода трудно контролировать ситуацию в республике, уверен глава Чечни. صورنا بو وقولي حالة شيء مختلف بقى وفرتك وقولي حالة شيء يرتل يسوى ده صان شيء يرتع بق ده قال وحش الويز شيء يرتع بق وان تشك ده وحش الويز كده صان بق بوت إيه ديل دوش إيه دان زكوان إيه غلق ولق مصو إيه ولا دان شيء يرتع دوش إيه وحش وش فرتك بق وان دان خيك وحش وش الويش وش فرتك هنا وصلوا أصحابه وين فرق دوت دوش ده صان وين هم هو بيعطي وين هور شو عبو إتوام ده صان هور شو إتال إيديولوجي وإنترنتيو هور نقع تليفون شو قوق الشوح هورنا شوح دون بروستاك شوحج يودون بليز خلطن دون صح يستمكش يو لزرق يتسون داس دون المل خوان شو دور داس قاعد المسألة دون بوا نسبة بيز وي ودوكو بلاش بينا وي داس دون دوكو ام ود باكازات شو ريزولتات شنو ويسر بتاع وقت ضرب دعوات دون تقن شو شايق возможности داس شايق اش بوق ديشو министр вегу депутат углава умер ушавег еш бог дешу дастон Руслан Шарач дон Турчая Мусуаст Борисович дон цета болчара вейну дон хорош фац алязин дер дастон пропавший без вести дон цендер дон уголон дел дер он дастон инсар каравин рядон дон буабин дастон баркал дерес хилдон аякчана дон баркал дерес дон далето бой дастон. Жертвами интернет-проповедников сегодня может стать каждый, у кого есть телефон и доступ к интернету. И в этом большая опасность, чем в открытом противостоянии с террористами, считает Кадыров. Отсюда следует только один вывод. Необходимо усилить работу с молодежью. حال او اسبوع بيبوشون يكون تعاون يوتشول لو تشول شلاشون اتكانت وقيت شغل يودون دغداشون شي بيري شين دول تدلادون حال قيلا او شو دور داس اسبوع بيبو يتقو طيبير يرچداسون. Завершая совещание, Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время будет проведен анализ деятельности всего силового блока. Его результаты покажут, кто продолжит работу, а кто уйдет на пенсию. Эсмина Гацаева, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. И к другим темам. Террористическая группировка «Исламское государство» продолжает шокировать мировое сообщество своей жестокостью, которая неприемлема ни в одной религии мира. Террористы продолжают свои преступления, пользуясь серьезной финансовой поддержкой извне. Действия боевиков осудил весь мир, в первую очередь мусульмане. О событиях на Ближнем Востоке и реакции жителей Чечни Мадина Якубова. Кровавая киностудия террористической группировки ИГ выпустила очередной ролик с циничным массовым убийством. Каждую казнь бандиты снимают на несколько видеокамер, монтируют и распространяют. Очередную рекламу своей жестокости они провели, лишив жизни более 20 египетских христиан, которые к войне и политике не имели никакого отношения. Мирные жители, рыбаки, обезглавлены. Также, по данным BBC и Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, террористы заживо сожгли 45 человек по обвинению в пособничестве иракским военным и похитили из деревень Сирии 90 мужчин, женщин и детей. Публичные казни ни в чем не повинных людей. Возьмите сожжение того же иорданского летчика.
публичные казни журналистов, публичные казни людей творческих, известных. Это специальные шаги, которые с точки зрения рекламной пропаганды сегодня являются абсолютно не бьющейся картой. То есть вот эти акты, они вызывают синдром так называемого 25-го кадра. То есть это взращивается в сознании людей код патологической ненависти. Ненависти по отношению ко всем несогласным. И, естественно, вот этот вот страшный кровавый сериал этих казней направлен как раз на формирование антиисламского сознания, на формирование всеобщей ненависти и вербовку одновременно всех тех, кто сегодня способен, совершенно, так сказать, потеряв разум, следовать этим людям, уезжая в Сирию, уезжая в Ирак и пополняя ряды боевиков и адептов этого страшного террористического анклава. О том, что действия боевиков ИГ полностью противоречат исламу, подтверждают и известные богословы всего мира. Они отмечают, что ислам не несет жестокость. Эта религия не призывает убивать и не разрешает ущемлять чувства иноверцев. И здравомыслящий представитель любой конфессии, имеющий хоть каплю человечности и веру во Всевышнего, не станет поддерживать группу палачей. Все убийства, совершаемые боевиками так называемого исламского государства путем обезглавливания и сжигания живого человека, напоминают больше сатанистские обряды. Elçinu aleyhissalatu vesselam yeri el-khilil toba yüz elçinu aleyhissalatu vesselam kutlisin toba yüz lamaz odeş khiduşun şulamaz yahşetel telam şulamaz yahj şulamaz dostun khiduşun ter qoşlu marx şu marxni haş şu marx qobş dostun o khiduşun ter düşlü Kur'an şu Kur'an di haş şu Kur'an düş dostun khiduşun Allah elçinu amma ter iman ter amalan yal olak şatti halam yarat elçinu aleyhissalatu vesselam qitsaham elçinu aleyhissalatu vesselam hum şiraru ummati üç ummata ugrunish bushun yaqtuluhum khiyar ummati ish boyr bushun ta ummata diko bolcha cel lielash palnie mīsāca hitsun cerkara umshlas qush adam dagdar tamol busol tagwag war qizal gayt yashat. Это же неправильно, это же неправильно. Даже вон птицу, собаку, кошку нельзя убивать, это люди. Саza din doç na bakış. Sallik sa din doç. Onda ace busol na sağa son kutamela yago magin da magin doçun du iduksar bok. Tavan inaha masuna zulmi bol. Tavan hum haqiş del vazon bazı da diza. O diyor ino do şado adım dok ino do. Da alt ol İstanbul da İstanbul da ekto bir bahta dünya jagidi ya. Şemer şaliş votak ta viye sabah zulüm diye sabah. يتسون نسبة سبا النسبة شوالتن دا نعرف خربوش علم حقيقة وش لا تشدو دنيا جداش تل أدمة ووشي ديزا ديش ووشي ليرم بوش غلق دوش داخش بقادر. Происходящее на территории Сирии и Ирака политологи называют кровавой вакханалией в реализации американского проекта. И о религии ислам здесь нет и речи. Самое страшное зло, которое вершится в реализации американского проекта, госдеповского проекта, по созданию такого террористического анклава, который Соединенные Штаты хотят оставить после себя, перейдя со своими интересами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот проект они оставили сегодня в виде вот этого ИГ. То, что этот проект широко финансируется и те, кто его реализует, в данном случае боевики ИГ, они показывают их непримиримую позицию по отношению вообще ко всему цивилизованному, что вообще сегодня существует в мире. Они показывают свою позицию в первую очередь даже не сколько крестьянам, езидам или представителям других конфессий, кроме того, что они в первую очередь объявляют этот джихад представителям, собственно, мусульман, представителям истинной исламской религии. Те, которые примкнули к рядам бандитов или даже просто проявили интерес к кровавым роликам, совершают подлость по отношению к своему народу и всей мусульманской уммы, говорят богословы. Жизнь – это дар Всевышнего, и только Он имеет право его отнимать. У тех, кто по неосведомленности переступил через грань дозволенного, есть еще время одуматься и вернуться на путь истины, пока не свершился высший суд Творца. Мадина Якубова, Дауд Куруев. Новости.
Итоги работы за 2014 год подвели в прокуратуре республики. В ходе пресс-конференции Шарпудия Абдулкадыров отвечал на вопросы журналистов. По словам руководителя Главного надзорного ведомства, преступность снизилась, а в сфере уголовного преследования было отменено 138 постановлений о незаконном возбуждении уголовных дел. Прокуратурой также были выявлены и устранены факты коррупции. Проведена большая работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. В 2014 году в прокуратуре республики проведена значительная работа по укреплению состояния законности и правопорядка, защите конституционных прав граждан, укреплению состояния законности в сфере противодействия преступности. В частности, на координационных совещаниях рассмотрено 73 вопроса по наиболее актуальной тематике. Состояние преступности характеризовалось устойчивой тенденцией к снижению количества зарегистрированных преступлений. В частности, преступность снизилась на 3,7%, в том числе по особо тяжким преступлениям на 18,5%. При этом обусловлено это, безусловно, укреплением состояния законности и снижением количества латентных преступлений, в особенности в сфере дорожно-транспортных происшествий, в сфере незаконного оборота наркотических средств, боеприпасов и преступлений террористического характера. Общая раскрываемость преступлений по республике составила 79,8% против 55% общероссийского показателя. В сфере уголовного преследования прокуратурой было отменено 138 постановлений о незаконном возбуждении уголовного дела. Обеспечено соблюдение прав потерпевших от преступлений, подозреваемых и обвиняемых лиц. В ходе борьбы с преступлениями и другими правонарушениями коррупционной направленности по выявленным нарушениям закона прокурорами вынесено около 5000 актов прокурорского реагирования. По представлениям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено около 2000 должностных лиц, к административной около 500. По инициативе прокуроров возбуждено 69 уголовных дел коррупционной направленности, то есть 43% от общего числа возбужденных уголовных дел. Совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления республики созданы благоприятные условия для развития предпринимательства. В частности, из 8000 обращений органов государственного контроля и надзора о проведении плановых проверок прокуратурой отклонено больше 50%. В текущем году особое внимание будет обращено исполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления своих обязательств перед гражданами, в особенности социально защищенными жителями республики. Коснулся главный прокурор республики и ряда других не менее важных вопросов. В основном они обусловлены сложившейся экономической обстановкой в стране. Сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения в первую очередь в области ценовой политики на продукты, медикаментов и сферы услуг. На особом контроле находятся вопросы, связанные с контролем за ценами на продовольственном фармацевтическом рынке. Мы осуществляем ежедневный контроль за ценами на рынке. И в тех случаях, когда цены регулируются государством, мы не допускаем, профилактируем и в жесткой форме пресекаем факты ценового сговора. Особое внимание обращено к вопросам использования бюджетных средств по целевому назначению. Я об этом уже говорил, повторяю еще раз, что в текущем году и в прошлом году целевое использование бюджетных средств должно быть обеспечено минимальными проверочными мероприятиями. То есть количество проводимых проверок должно быть максимально эффективным, но само количество должно быть минимизировано. В сфере надзора за исполнением федерального законодательства прокуратурой особое внимание было обращено к защите социальных прав граждан. В истекшем году мы обеспечили погашение задолженности по заработной плате
текущие задолженности на сумму, превышающую 90 миллионов рублей. Принятыми совместно с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления усилиями в прокуратуре в республике отсутствует зарегистрированная задолженность по заработной плате. Было обеспечено исполнение прав граждан в сфере здравоохранения. Только мерами прокурорского реагирования в истекшем году обеспечена выдача лекарств 1500 больным по льготным рецептам. Помощь от государства. Не все знают, что Центр субсидирования оказывает финансовую поддержку малоимущим жителям, у которых нет возможности оплачивать счета за коммунальные услуги. После оформления субсидии оплачивать придется только часть суммы, остальное погашается государством. Подробности у Аслана Альбукаева. С подобной картиной судебные приставы сталкиваются довольно часто. Люди, к которым они приходят, должники, и чаще всего за коммунальные услуги. Часто бывает так, что у некоторых практически нет имущества, на которое можно наложить арест. Некоторые жильцы сетуют на отсутствие постоянного дохода. В Ленинском районе Грозного, как и во всей республике, приставы ежедневно проводят рейды, проходя в среднем по 10 адресов в день. Их основная цель – взыскание долгов за коммунальные услуги. В случае невыплат описывается имущество и выставляется на торги. За последние 1,5 месяца было собрано около 10 миллионов рублей. Тем, кто не может разом погасить задолженность, навстречу идет Республиканский центр субсидирования, который погашает часть ежемесячной платы за ЖКХ в зависимости от прожиточного минимума. Если есть задолженность у человека, он может подать документы, имея соглашение о погашении задолженности на жилищно-коммунальные услуги. Соглашение составляется с ресурсоснабжающими организациями. Субсидии предоставляются по прописке, по постоянному месту жительства. По временной регистрации, по временной прописке не предоставляется субсидия. Только по прописке. За 2014 год в Центре субсидирования с заявками пришло почти 30 тысяч человек. По федеральному закону обратившийся гражданин получает помощь на 6 месяцев. По истечению срока можно снова подать документы и воспользоваться услугой Центра субсидирования. А для ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных в республике действует еще одна программа Минтруда. 1 января 2015 года выплата жилищно-коммунальных услуг этим гражданам будет производиться в фиксированной сумме. Значит, реабилитированные граждане и труженики тыла ежемесячно для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут получать по 1660 рублей, а ветераны труда будут получать по 470 рублей. Суммы будут выплачиваться ежемесячно круглый год и увеличиваться в зависимости от состояния бюджета республики. Некоторые жители просто-напросто не знают о существовании подобных законов и программ, что затрудняет их жизнь. Для получения поддержки любой нуждающийся гражданин может обратиться в Министерство труда и Центр субсидирования. Асан Альбукаев, Мурад Альбукаев, Абубакар Абазов. Новости. Не обошла стороной помощи семей погибших военнослужащих. Согласно госпрограмме, им оказывается материальная поддержка на ремонт жилья, которая составляет 180 тысяч рублей. Примечательно, что даже при нестабильной финансовой обстановке в стране сумма выплаты растет. Не исключение этот год. Подробности у Зуры Саламовой. Документы на улучшение жилищных условий Совбан Мутаева подала в 2014-м. Новый год она со своими детьми встретила в отремонтированном доме. Как и сотни семей погибших военнослужащих, Мутаевы получили денежную помощь. Государственная программа по обеспечению денежными средствами семей погибших военнослужащих действует с 2007 года. За это время сертификатов на получение субсидий в Чечне выдано на сумму более 222 миллионов рублей. За период с 2007 по 2014 год нами обеспечено 813 семей. Данная услуга предоставляется один раз в 10 лет. Расчет средств стоимости квадратного метра на проведение ремонта устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации. И эта сумма ежегодно индексируется. Субсидия определяется количеством членов семьи, то есть на каждого человека выдаются денежные средства в размере 108 455 рублей. Ежегодно эта сумма индексируется. Несмотря на финансовый кризис, госпрограмма реализуется в полном объеме. На оказание помощи членам семьи военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в части, касающейся предоставления им субсидий на улучшение на капремонта,
никак не повлияет ни кризис, никакие инфляции, ничто абсолютно. Это будет в полном объеме, они будут обеспечены. Работу по реализации программы Министерство труда проводит в 2 этапа. Это формирование личных дел заявителей в начале года и выдача денежных средств в середине. Для получения субсидий необходимо подготовить следующие документы: бланк заявления, правоустанавливающие документы на жилой дом, копия техпаспорта, справка о потере кормильца, удостоверение личности всех членов семьи, выписка из домовой книги и страховой номер лицевого счета. Также по поручению главы республики уже 2-й год действует еще одна программа поддержки семей погибших военнослужащих. Это ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Это значит, что члены семей погибших имеют право на компенсацию, на 100% компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Дополнительные меры предпринимаются сотрудниками Минтруда. На внеплановом семинаре районным отделом министерства было поручено провести надомный обход семей сотрудников, погибших в 2014 году. Эта категория льготников получит субсидии в первую очередь. Зура Саламова, Хальд Мовсаев, Дени Хаухаров. Новости. В семье Хильдихароевых 2 маленькие девочки страдают снижением уровня слуха. На закупку дорогостоящих слуховых аппаратов требовалась большая сумма денег, которой у родителей Петимат и Селимы не было. На помощь пришел региональный общественный фонд Кадырова. Тему продолжит Елизавета Чепханова. В гнезде были маленькие птенчики. В гнезде были маленькие птенчики. Таким упражнением для развития слухового аппарата в семье Хильдихароевых отводят по несколько часов в сутки. 8-летней Селиме и 6-летней Петимат при рождении поставили неутешительный диагноз – сенсоневральная тугоухость, то есть выраженное снижение слуха. А младшая Петимат в результате перенесенной болезни пару лет назад перестала слышать вовсе. Тогда ей потребовалась операция по вживлению импланта. Внутричерепное давление появилось после осложнения. 2 года, пока лечили, нельзя было оперироваться. И ребенок, то, что получил речевое развитие, все потерял. Поехали в Питер, и ребенка прооперировали. Семья вынуждена каждые 3 года приобретать дорогостоящие слуховые аппараты. На очередную покупку денег у Хильдихароевых не достает. Они решили обратиться за помощью в фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. В самое ближайшее время Малика отправится в Москву за новыми аппаратами. Она надеется, что это хоть как-то облегчит жизнь ее маленьким дочкам. Елизавета Чевханова, Розана Цамаева, Абубакар Абазов. Новости. Абдулкерим Идилов продолжает подготовку к важному бою международного уровня. За этим внимательно следит и глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне он посетил тренировку спортсмена, где дал несколько советов. Они в первую очередь касались поведения соперникам на ринге и силовых приемов. Здесь же готовится и спортсмен Владимир Минеев. Его можно читать. Вот знаешь, его в любое время 3 раза проверять, что его поймают. Поэтому я говорю, чистоту не проходит. Вот сюда, любые там, новый номером поработать. Абдулкерим Идилов вместе с бойцами СОБРа провел очередную тренировку. Вместе с тренерами Шамилем Завуровым, Русланом Магомедовым и Хамзатом Устархановым они сделали совместную разминку. Чуть позже приступили к отработке борьбы. Провели 3 схватки по 5 минут. Напомню, Абдулкерим Идилов готовится к международному турниру по смешанным единоборствам «Грозная битва», который состоится 14 марта в спортивном комплексе «Колизей». Одна нога здесь, вот. Здесь остается. На второй вот здесь. И начинаю поднимать. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.